И здесь действительно есть на что посмотреть. Одним из самых примечательных объектов средневекового зодчества считаются вовнушки. Здесь сразу 3 башни. 2 на одной скале и еще одна на противоположной стороне ущелья реки Гулайхи. Когда-то их соединял подвесной мост. Башни настолько органично вписаны в пейзаж, что кажутся вырубленными из скалы. На самом деле они сложены из обтесанных камней, которые приходилось поднимать на эту высоту вручную. Сколько блоков понадобилось затащить сюда, история скромно умалчивает. Но известно, что на строительство Ингушской башни по традиции отводился ровно 1 год. Не успел? Позор тебе, разбирай и делай новую. Если на вовнушке приходится любоваться со стороны, то по башенному комплексу Бишт можно запросто пройтись как по настоящему музею под открытым небом. Потомки первых владельцев отреставрировали башни с точностью до камушка. Какие же горы без водопадов? В самом начале Джейрахского ущелья на склоне сакральной Столовой горы падает вниз река Галгай-Чоч. Куртокский водопад – идеальное место для того, чтобы укрыться от летнего зноя, что и сделал однажды известный всем Дмитрий Менделеев, о чем свидетельствует прикрепленная здесь табличка. Хорошо известно, что в Ингушских горах химик инспектировал работу дореволюционной нефтедобывающей промышленности. Но в школьном учебнике вы не найдете информации, что именно тут Дмитрий Иванович открыл 2 последних элемента из своей знаменитой периодической таблицы. Впрочем, ингушские открытия Менделеева – это совсем другая история. А вот до источника Хорхы знаменитый химик так и не добрался. То ли руки не дошли, то ли местные не рассказали ему о знаменитых целебных свойствах воды, издревле ходивших среди ингушей. По одной из легенд, горцы ходили сюда залечивать раны после сражений, опуская их в источник. И это уже не миф. Химический анализ показал, что вода из источника содержит много серебра, так что народная тропа к целебному источнику не зарастет. Чтобы погрузиться в местную культуру, необходимо понять местную кухню. Гастрономический туризм, иначе его называют халяль-тур, еще одна изюминка гостеприимной Ингушетии. Мы приехали в настоящее ингушское село Джейрах. Все слышали о знаменитом горском гостеприимстве, и сейчас мы проверим это в первом попавшемся доме. Можно ли просто так зайти в дом и как тебя там примут? Буквально первый попавшийся. Да вот он. Улица Ильянова, дом номер 1. Стучимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снимаем фильм о горной Ингушетии и вот хотели бы рассказать, сделать сюжет о ингушском, о горном гостеприимстве. Скажите, можно ли с вами как-то снять это? Можно. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Эдуард. Исмаил. Пойдемте, как раз собирались обедать, время обеда. Так мы еще и вовремя. Как раз вовремя. Все, проходите. Сюда проходите. Так, ну и что нужно дальше делать по ингушской традиции, когда приходишь в гости? По ингушской традиции в первую очередь нужно пройти, сесть за стол. Это кушать, да? Так, можно проходить. В первую очередь пьем чай и потом все дела. Потом. Ну пойдем. Потом чай, потом чай. Потом. Да, вот сюда? Не. Нет, а сюда нельзя садиться? Сюда этот хозяин дома сядет. То есть это возле двери. Это положено. у нас получается, да. Ага. Такой закон. Все, понятно. Сюда? Сидеть, да. Здесь нормально, да? Хорошо. Как мы вовремя! Да, сейчас как раз время. Чуть-чуть. Хотел бы сказать, что мы совершенно незнакомые люди пришли к совершенно незнакомым людям. И вот получается так интересно.
Ингушское застолье – это в первую очередь мясо и сладкое. Вегетарианство в горах не в чести. Для того, чтобы джигит был сильным, он должен кушать барашка. А еще тонкие лепешки чапельгаш с начинкой из домашнего творога. Тофельный соус берх на бараньем бульоне, кукурузный чурек, сискл и кодр – смесь творога с топленым маслом. Рассказывать, насколько это вкусно, можно бесконечно, но я не буду впадать в этот кулинарный грех. Лучше приезжайте и попробуйте сами, насколько неожиданным может оказаться вкус уже давно знакомых нам продуктов. Спортсмены в Ингушетии тоже своего рода легенда. Спорт – это черта национального характера. Спортзал должен быть в каждом селе, а в Назране возвели и вовсе необъятный спортивный дворец, который, поверьте, никогда не пустует. И понятно, раз уж мы на Кавказе, особым почетом тут пользуется борьба. Наглядное воплощение любви ингушей к борьбе и борцам – памятник Берду Ивлоеву, стоящий на входе Назрановского дворца спорта. Лев Кавказа, как величали его дореволюционные газеты, выступал на одной арене с Иваном Поддубным, завоевал множество титулов и наград, был чемпионом Европы и мира. Кавказский хребет не Альпы, и сейчас для горных лыж здесь не сезон. Хотя в феврале на трассах горнолыжного комплекса Армхи бывает очень многолюдно. Но по сравнению со скалолазанием и бейсджампингом, горные лыжи выглядят уже не экстремальным спортом для отчаянных смельчаков. Хотите по-настоящему встряхнуться? Прыгните со скалы вниз в костюме с перепонками между конечностями. Или просто постойте там, откуда прыгают эти отчаянные ребята. Впечатлений хватит на всю жизнь. Конечно, с какой попало скалы прыгать не стоит. У бейсджамперов, которые летом едут сюда со всего мира, есть излюбленные места, где они проводят ежегодные турниры, наблюдая за которыми можно лишь завидовать их отваге. Не хотите испытывать себя в свободном падении? Попробуйте двигаться вверх по отвесной скале. Этот доломитовый массив хорошо знаком ведущим альпинистам. Здесь они проводят всероссийские соревнования по скалолазанию. Влиться в ряды покорителей неприступных вершин позволит альпинистская экипировка, грамотная страховка опытных товарищей и отсутствие страха перед высотой. Тут главное сначала думать и страховаться. И смотреть, куда я ставлю руки и ноги. Раз шажок, два шажок, глядишь, и до вершины недалеко. Хотя мне еще не поздно передумать. Специально для таких новичков, как я, в школах Магаса и Джейраха установлены учебные скалодромы. Оглядывая Ингушетию с этой высоты, вспоминаю места, которые успел посетить. Обжигающее дыхание солнца, сверкающие снежные шапки гор и башни, охраняющие Кавказские перевалы. Чтобы объехать основные достопримечательности маленькой республики, хватило буквально пары дней. Но основные не значит все. Даже половины мы еще не видели. Ингушские горы бережно хранят древние христианские храмы и многоярусные солярные могильники. Есть горячие источники и Столовая гора – сакральное для местных жителей место. Сколько бы раз вы здесь ни были, всегда окажется, что чего-то еще не видели. Потому что Ингушетия – это целый мир, который каждый турист открывает для себя заново и с самой неожиданной стороны. У каждого своя Ингушетия. Этим она и прекрасна.